Всем привет, меня зовут Данель Хаджаева, и я коммуникационная менеджерка Фонда Евразия Центральной Азии. И сегодня мы поговорим с вами о том, как работать в социальных сетях. Давайте начнем с того вообще, зачем нам работать в социальных сетях и чем вам это поможет в своем бизнесе. Во-первых, конечно, вы лучше поймете свою аудиторию и своего клиента. Во-вторых, вы будете выстраивать доверительные отношения со своей аудиторией, то есть со своим клиентом. И, конечно, у вас будет узнаваемость своего бренда. И очень важно сказать, что социальные сети сегодня являются такой нашей визитной карточкой, то есть по ним можно узнать больше о нашей репутации, о нашем бренде и вообще определить, подходит ли он нам как клиенту или не подходит. Поэтому, опять же, социальные сети сегодня играют очень значимую роль в построении как маленького, так и среднего бизнеса. Давайте вообще начнем с того, что существуют разные социальные сети, как вы знаете. Наиболее популярные площадки — это все-таки Instagram, Facebook, сегодня это TikTok, YouTube и так далее. Но мы постараемся остановиться только на одной из них — это Instagram, потому что сегодня это является такой наиболее удобной площадкой для распространения своего контента, для того, чтобы рассказывать о себе, о тех услугах, которые вы предлагаете, и в том числе повышать видимость себя как эксперта или создавать свой личный бренд. Вот, в целом, если говорить об аудитории Инстаграма, то это аудитория 18-24 и 25-34, судя по международным метрикам, но, конечно, она может варьироваться в зависимости от региона и даже меняться в зависимости от областей Казахстана и так далее. Базово, что нужно сказать, что, конечно, присутствие на разных площадках очень значимо для любого бизнеса, для любой коммерческой или некоммерческой деятельности. Поэтому, конечно, если у вас есть возможность работать с несколькими площадками в социальных сетях, будь то Facebook, Instagram, TikTok, Facebook или что-то другое, то нужно задействовать все максимально. Опять же, если у вас еще нет аккаунтов, то вы можете сфокусироваться на 3 площадках и попробовать экспериментировать в них. Я понимаю, что обычно создание контента занимает определенное количество времени, и вы можете сэкономить его, если будете просто дублировать контент, который вы создаете для Инстаграма, в тот же Facebook, или хотя бы минимально адаптировать его, то есть там, если это какой-нибудь коллаж, то просто менять его формат на более горизонтальный, выкладывать в тот же Facebook. При этом это не займет у вас так много времени, но контент будет оставаться уникальным и более читаемым под ту или иную площадку. Поэтому, опять же, не бойтесь экспериментировать. Если у вас еще нет социальных сетей, попробуйте сразу зарегистрироваться в нескольких и просто проследить за тем, какая платформа будет наиболее комфортной для вас. Во-вторых, все-таки где вы соберете наибольшее количество вовлеченных людей, подписчиков и просто ваших каких-то последователей. Давайте теперь немного остановимся на том вообще, с чего же начинать работу в Инстаграме, если у вас еще нет профиля или если он у вас есть, но он не активен или вы хотите развить его. С самого начала я вообще рекомендую определиться с вашей стратегией коммуникационной, то есть вы можете начать с того, чтобы определить свой tone of voice. Tone of voice — это тональность — это стиль вашего общения с аудиторией, с вашими клиентами. А на самом деле стиль общения может быть разным, он может быть формальным, неформальным, он может быть смешным, дерзким, дружелюбным. То есть вы можете экспериментировать в самом начале и пробовать тот формат, который, как вы считаете, наиболее уместен в общении со своей аудиторией. После того, как вы определили тональность своего общения, то постарайтесь все-таки подготовить ключевые сообщения для вашей группы. То есть, что вы хотите рассказать, какие задачи вы преследуете в своих социальных сетях. Хотите ли вы продавать свои услуги, хотите ли вы рассказывать о своей экспертизе, хотите ли вы просто просвещать аудиторию и рассказывать им что-то о вашей среде, о вашей сфере. Также, конечно, необходимо еще в самом начале подумать об идентике, то есть о визуальной составляющей вашей странички или вашего бренда. То есть сюда может войти логотип, цвета, которые вы используете, это могут быть определенные шрифты и так далее. И, конечно, несмотря на то, что идентика играет очень значимую роль в построении своего бренда, идентика может быть гибкой, то есть вы можете не ограничиваться только 3 шрифтами, 3 цветами и так далее, но, тем не менее, иметь свой логотип, иметь примерное представление о том, как будут выглядеть ваши будущие посты, будет ли у них какая-то единообразная обложка или будет ли там присутствовать в основном человеческие лица, чтобы рассказывать о каких-то историях, или вы сфокусируетесь на каких-то персонажах, нарисованных или на каких-то графических элементах.
То есть все должно быть максимально гибко, чтобы вам было удобно использовать это. Также важно сразу заранее прописать свои услуги, которые вы хотите рекламировать в своих социальных сетях, и заранее составить тот список услуг, который может быть интересен аудитории. Потому что, конечно, когда аудитория заходит на вашу страницу, она сразу должна понимать для себя, что она может получить от вас или что она может дать вам. Поэтому очень важно заранее продумывать эти вещи. И, конечно, необходимо заранее составлять контент-план. Это, скажем, список постов, которые вы планируете публиковать в течение месяца, 2 или 3 месяцев. То есть какое-то систематичное и регулярное планирование при выпуске своих публикаций. И если говорить чуть подробнее о том, как же выбрать свою тональность, то можно вообще пойти по следующим принципам. Сначала необходимо изучить свою аудиторию и определить ее интересы и стиль общения. То есть без понимания того, кто вас читает, чем занимаются эти люди, что их интересует, какой у них возраст, какой у них пол и так далее, вы просто столкнетесь с тем, что некоторые ваши посты могут проседать и быть неинтересными, просто потому что они не входят в круг интересов ваших читателей. Вот, поэтому необходимо потенциально сразу начать с того, чтобы начать анализировать свою аудиторию. Но опять же, все встроенные механизмы статистики обычно есть на всех платформах, будь то Instagram или Facebook, поэтому можно, конечно, применить дополнительные какие-то инструменты, но в этом нет какой-то острой необходимости. Вторая моя рекомендация — это попробовать представить свой аккаунт в качестве человека или персонажа и представить то, какой же был бы этот человек, если бы вы могли его визуализировать, как бы он разговаривал, был бы он официальный или, наоборот, неформальный, какие предложения он бы использовал, был бы он смешной или, наоборот, избегал всех этих неловких моментов. То есть это очень сильно помогает, когда вы разрабатываете свой контент-план и думаете о том, как все-таки разговаривать со своей аудиторией. Все-таки моя заключительная рекомендация в построении стиля общения со своей аудиторией будет заключаться в том, что можно провести опрос среди своих знакомых, друзей или родственников. Вы, допустим, публикуете несколько постов в той тональности, в которой вы выбрали и которую вы считаете верной, и просто спрашиваете у них, у читателей, какими бы прилагательными они бы могли описать вашу страницу. То есть какая она? Она интересная, она неформальная, она дружелюбная или же наоборот, она очень бюрократическая, она очень формальная и она очень сухая. И, конечно, если вы наткнетесь на, собственно, то, что ваша страница очень сухая и так далее, то стоит вернуться, опять же, к первому пункту и снова продумать свой стиль общения и определить, почему он стал сухим, что вы делаете не так и как разнообразить его. Если продолжать разговор об Инстаграме, то важно также сказать, что существуют точки опоры в Инстаграме и, в принципе, на любой платформе, будь то сайт, Facebook-страница, книга или любой маркетинговый рекламный материал. Точки опоры образуются в тот момент, когда аудитория взаимодействует с вами. И благодаря этим точкам опоры люди определяют, хотят ли они продолжать следить за вами, хотят ли они пойти за вами или нет. Если нет, то, соответственно, происходит так, что они заходят на вашу страницу и уходят с нее очень быстро, потому что они не нашли ничего, что могло бы их заинтересовать. Опять же, что такое точки опоры в Инстаграме? Точки опоры в Инстаграме — это, во-первых, имя пользователя, во-вторых, это аватарка, четкое и понятное описание профиля или биопрофиля, как часто называют. Также это highlights, такие кружочки, закрепленные в вашем профиле, которые рассказывают о вашей деятельности, о ваших услугах, о вашей команде или о чем-то другом. И сама лента постов. Если все эти точки опоры выстроены корректно, то, скорее всего, человек сразу определит, хочет ли он идти за вами или нет. И что значит выстроено корректно? Это значит по имени пользователя, по аватарке, по описанию профиля, по хайлайтсам, по ленте постов человек должен сразу идентифицировать, то есть узнать вас и вашу деятельность. Он должен понять, чем вы занимаетесь, как вы это делаете и что вы предлагаете. Если он сразу это понимает, то, соответственно, вы просто облегчаете его пользовательский путь, и он сразу понимает, что он может от вас получить.
Опять же, как точки опоры выглядят на примерах, я взяла 3 примера. Это Aviasales, Кеток Казахстан и OneFit. Такие наиболее маркетингово активные агентства, бизнесы. И если мы посмотрим на них, то мы сразу увидим, что, естественно, у всех есть свой логотип разработанный, который они используют везде, в том числе в Инстаграме. У них четко прописано имя пользователей, то есть это их наименование компаний, а не что-то сумбурное и не что-то просто придуманное, там нету большого количества цифр, там просто наименование компании. И когда человек ищет вас в поисковике, он сразу наткнется на ваш профиль, если ваше имя пользователя будет выстроено корректно. Также мы видим, что в описании профиля вы сразу понимаете, чем занимается эта компания и какие услуги они предоставляют. Некоторые даже пишут, вот сколько лет они присутствуют на рынке, какие направления они предлагают или в каком количестве. И это тоже значительно упрощает взаимодействие аудитории с вашим бизнесом. Опять же, точки опоры — это то, как быстро читатель или подписчик поймет, чем вы занимаетесь, кто вы, что вы из себя представляете и что вы предлагаете. И чем раньше он это поймет, тем раньше он решит, хочет ли он идти за вами или нет. Поэтому не усложняйте этот путь, старайтесь сделать его наиболее легким и дружелюбным для своего же читателя. Сегодня мы поговорили о том, зачем вообще нужны социальные сети и как выстраивать свой профиль в Инстаграм. Поэтому, опять же, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь присутствовать на разных площадках, не бойтесь просто брать какое-то время на планирование и на анализ своей аудитории, потому что это именно то, что вам поможет найти ключик к тому, чтобы все-таки найти свою аудиторию и своего клиента.